Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Распоряжением премьер-министра Геннадия Гагуля утверждено положение о проведении конкурса «Лучшее село года» в целях привлечения жителей сельских территорий к социальной, культурно-массовой и общественной жизни, вовлечения их в решение вопросов благоустройства, сохранения экологии и улучшения санитарного состояния села. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Абхазии. Участвовать в конкурсе имеют право все сельские населенные пункты районов. Конкурс «Лучшее село года» станет ежегодным и предусматривает два этапа. Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются в районной конкурсной комиссии с 1 по 31 августа. Основными критериями отбора станут благоустройство села, чистота улиц, ухоженность домов, отсутствие несанкционированных свалок, наличие и состояние детских и спортивных площадок, мест общего пользования и отдыха и другие требования. Переданная России сельхозтехника прибывает в районный МТС. 57 тракторов, а также различное прицепное оборудование к ним для обработки почвы и лечения растений в количестве 136 единиц распределяются по всем районам Абхазии. Саид Джерсаля продолжит тему. В машинно-тракторную станцию Гулрыбшского района прибыло 7 единиц сельхозтехники и прицепных агрегатов к ним. По словам директора МТС Гулрыбшского района Надара Качабава, в этом году из-за засухи в районе был выполнен небольшой объем работ по вспашке территории, но в будущем году МТС Гулрыбшского района готов к любым плановым нагрузкам. У нас 7 единиц, вот Кировец, К-700 самый большой, и 6 единиц белорусов. Новая техника, хорошее оборудование, спасибо, благодаря правительству, Министерству сельского хозяйства нуждались, честно говоря, и механизаторы, они готовы всегда работать. Сельхозтехника также была доставлена и в машинно-технологическую станцию Галского района. Как сообщил директор Галского МТС Манучар Кубалия, к ним поступило 9 единиц сельхозтехники, 1 Кировец 714 и 8 тракторов на базе Беларусь. Он также отметил, что в скором времени ожидается поступление еще 2 гусеничных тракторов ДТ. Передано нам 11 единиц, пока завезли 9, 1 Кировец и 8 белорусов. Спасибо всем, главе государства, Министерству сельского хозяйства, глава района, всем спасибо за огромную помощь. Мы готовы на следующий год, очень огромные техники, на пахоту, на посев, полностью будем готовы к сезону. Несомненно, для тех, кто трудится в сельском хозяйстве, применение новой сельхозтехники будет иметь особое значение. В будущем году районы будут в полном объеме готовы к пахотным работам, а также лечению растений на малых и больших территориях. Саид Джерсаля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Уже третий год в нашей стране действует программа льготного кредитования поддержки крупного и среднего предпринимательства по линии взаимодействия с инвестиционным агентством Москвы. В Абхазии программу ведет Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики. За это время в республике создано несколько предприятий различной направленности. Компания «Абхазские сады» в их числе 3 тонны джема в день. На это без малого 10-12 тысяч банок вкуснейшего лакомства. О том, как изготавливают джем из разных цитрусовых и фруктов на мини-фабрике в селе Араду Чимчирского района и куда экспортируют сладкую продукцию, в нашем следующем материале. Построенная за счет программы льготного кредитования крупного и среднего предпринимательства в Абхазии фабрика по переработке фруктов «Абхазские сады» была открыта в Араду в 2016 году. За 2 года усиленной работы компания смогла добиться внушительных результатов, достойно представляя натуральную продукцию не только на отечественном рынке, но и на российском. Мы готовим машины, отгружаем товар в Российскую Федерацию, в Москву вывозим товар. Уже на территорию Российской Федерации отправлено около 250-260 тысяч банок продукции, это получается 6-7 машин. Это в течение года, да? Да, в течение года. А на следующий год мы планируем увеличить наше производство до 500 и до миллиона. Потому что хотим снабдить нашим товаром, как говорится, от Калининграда до Красной Поляны.
На сегодняшний день самое большое джемовое производство в Абхазии именно в селе Араду. В цехе, где стоит оборудование для изготовления джемов, 5 агрегатов. Первое, с чего надо начинать, как отмечает технолог фабрики, мытье сырья. Вода поступает в емкость с сырьем, затем идет сортировка. По конвейеру ягоды доставляются на инспекционный стол, где вручную отбираются негодные для производства джемового пюре. Кстати, все 5 агрегатов в производственном цехе моются тщательно по окончании рабочего дня с добавлением определенных ингредиентов, чтобы уничтожить бактерии. А после инспекционного стола сырье попадает по элеватору в дробилку, а протирочная машина счищает грубые части кожуры, затем готовое пюре отправляет на варку. Главные инструменты технолога – рефрактометры, приборы для измерения кислотности и уровня сахара джемового пюре. В лаборатории делают анализы проверяют на наличие сахара в самом фрукте. Высчитывается, какое количество сахара нужно уже добавить в массу, и масса закачивается в так называемые сосуды МЗС. Это по-другому называется вакуумно-варочный котел. И там происходит уже варка джема с добавлением туда сахара. Полностью варится джем, закачивается верхний накопитель, и уже начинается разливочный процесс. Мандарины, апельсины, лимоны, фихуа и киви, сорванные с ветки, попадают прямиком в баночку, говорит главный технолог предприятия Игорь Вардая. Весь ассортимент готовой продукции хранится на предприятии в складском помещении. Упакованные в отдельные лотки вкусные баночки ждут своей отгрузки. На каждом из них стоит штрих-код. Стоит отметить, что компания «Абхазские сады» – это не только качественная продукция, но и рабочие места, которые в Очимчирском районе, к сожалению, в дефиците. На линии работает 13 человек, а на этикетировке 12 человек. Банки этикируются, ставится дата. После этого мы берем и надеваем крышки сверху. Этикетки завязываем. После этого мы пропускаем через этот аппарат и полностью этикетируем. 2 года работал каждый круглосуточно, выходные, суббота, воскресенье. Очень хорошая работа. Без работы не остаются все. Работают в этой деревне все. Таким образом, в этом с виду небольшом предприятии готовится 3 тонны джема в день. А это без малого 10-12 тысяч банок вкуснейшего лакомства, которым останется доволен даже самый взыскательный гурман. В посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации отметили День государственного флага Абхазии. На мероприятии присутствовали члены московской, абхазской и абазинской диаспор, представители творческой интеллигенции России и Абхазии, абхазской молодежи. Поздравив всех с праздником, посол Игорь Ахба отметил, что государственный флаг, утвержденный в 1992 году Верховным Советом Абхазии под председательством Владислава Арзенба, олицетворяет суверенитет нашего государства, отражает его богатую историю, символизирует дух и характер народа Абхазии. Участники мероприятия поделились воспоминаниями об этапах борьбы абхазского народа за независимость и суверенитет, подчеркивали большую помощь России в становлении и развитии нашей страны. Выставка абазинских и абхазских флагов в разных исторических периодах была организована в Черкесске в рамках традиционного культурно-спортивного фестиваля «Абаза». В экспозицию вошли точные копии флагов, которые находятся у нас в Государственном музее. Это флаги эпохи Абхазского царства, генуэзской эпохи, позднетурецкого времени, а также разных периодов абхазской государственности. Всего 11 знамен, под которыми в разные периоды ходили абазины и абхазы. Например, алое знамя, где изображена открытая ладонь в горизонтальном положении. Это один из древних флагов. Он возник в VIII веке. Сегодня в пресс-центре абхазского телевидения состоялась пресс-конференция министра юстиции Марины Пилия и заместителей министра Динары Пабба и Зураба Барциц. Затрагивались вопросы, связанные с текущей работой министерства, экспертизой законодательства, регистрацией, учетом и контролем организаций, учреждений и партий. Особое внимание было уделено работе службы судебных приставов. За время деятельности службы судебных исполнителей с 1 мая 2017 года нами получено из судебных актов, а также других актов органов и должностных лиц 3352 исполнительных производства. Это в целом на общую сумму 1 500 969 000 рублей. И
5 миллионов 311 тысяч 314 долларов США и 9 тысяч 472 тысячи евро. Общую сумму взысканной службы судебных исполнителей за значит, половину, то есть прошлого года, с 1 мая по 2017 год, составила значит, 7 миллионов с лишним. Вот здесь потом я подробности скажу. Всего за период действия функционирования нашей службы с 1 мая 2017 года по сегодняшний день, то есть по 1 июля 2018 года, 13 миллионов 473 тысячи 352 рубля и 9 533 долларов США. Полностью пресс-конференцию с участием руководителей Министерства юстиции Республики смотрите в нашей программе сегодня. Короткометражный фильм сухумского режиссера Инара Нормания «Меня зовут Махаз» включен в конкурсную программу фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет с 17 по 19 августа в Калининграде. Короткометражный фильм «Меня зовут Махаз» входит в киноальманах 7 новелл, снятого по мотивам произведений известного абхазского новеллиста Михаила Лакарба. История фильма разворачивается в советском Сухуме 70-х годов, куда приезжает молодой парень Махаз. Успешно сдав экзамены, он поступает в Сухумское художественное училище. Но, как утверждает сам герой, доучиться не сможет, поскольку влюбится. Картина рассказывает о нелегком испытании, которое переживает герой после встречи со своей возлюбленной. Сервис путешествий tutu.ru проанализировал покупки путевок путешественниками с датами вылета с 1 июня по 31 августа и выяснил, какие направления пользуются наибольшей популярностью. По данным сервиса, этим летом туристы стали чаще выбирать для отдыха такие страны, как Абхазия. Доля туристов, купивших путевки, увеличилась на 93%. Кипр – 73%, Турция – 42% и Китай – 22%. В основном вырос спрос на страны, в которые не нужно заранее получать визу. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная, удушливо жаркая погода. Вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 20-25, днем 32-37 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.